Вот речь идет об этом, потому что, по всей видимости, может быть, у нас в терминологии могут быть различия, да, то есть это вот об этих группах тематических, да, мы говорили, что насколько, как страна может вот здесь заявляться и что-то, ну, и выступать с теми или иными вопросами. Вот не могли бы вы подсказать нам по этому поводу? Я не так, смотря на эту программу, мне надо будет посмотреть на сайте, к чему все это относится. Но, в принципе, эти вопросы finance, energy, youth and public empowerment и так далее, это все вопросы, которые идут по этой Global Climate Agenda, GCA. Если вы делегаты, то вы прямо будете отслеживать, где этот митинг происходит, и прямо идете как страна, и вы всегда можете, ну, вы там будете отслеживать, когда что происходит, и когда, потому что там будут, обычно это идет в форме этой панельной дискуссии, но есть возможности, чтобы и страны прямо из подиума выступали там, брали слово. Это просто надо поднять флаг или запросить там кнопочку. Я считаю, так на первый взгляд, мне кажется, что на это все не надо регистрироваться. Если вы зарегистрированы как делегаты. Это немножко по-другому по поводу этот World Leader Summit, потому что там обычно идут главы государств, министры, и там обычно формат иногда немножко по-другому. Тогда обычно это 1+1 или... Ну, это будет видно, тогда вы будете смотреть на вебе, и там будет дополнительная информация, как все это надо участвовать. Но самое главное, это чтобы зарегистрироваться, послать своих аккредитаций, и тогда я не думаю, что будут какие-нибудь проблемы. И не надо будет какая-то дополнительная регистрация. Это как раз, если вы помните эти кружочки, которые там были, Blue Zone — это не Dark Blue Zone, а это светло-синяя зона. Это, То есть Dark Blue это вот это. Верно, что это вот да, World ну, в Leaders? принципе, да, это Dark Blue, и в Dark Blue это тоже, это всякие пленарные заседания конференции сторон, всех этих subsidiary bodies и так далее. И там все, где идут переговоры. А все остальное, это идет как бы на светло-синий. Но все это немножко условно, чтобы так впечатление придавить. Там нету такого там black and white, да, чтобы это синее, а это темно-синее. Ну, есть некоторые, которые прямо на границе. И как раз этот World Leader Summit, он как-то на границе. Но он обычно происходит в следующем формате. Значит, там идет, ну, это организуется обычно в пленарном зале. Там обычно для каждой делегации обычно есть 4 места за флагом делегации, и одно из этих мест, там, если у вас будет там либо глава государства, либо министр, и там они делают свои выступления. Выступления обычно очень короткие, там 3 до 5 минут, и надо предварительно там зарегистрироваться, что ваш лидер будет делать такие это выступление, если он интересуется. Если нет, то вы там сидите, там слушаете, и обычно это довольно такая статичная встреча. Потом обычно есть и такой официальный ужин или обед из президентства, где приглашаются только это главы государства или министры, и там они встречаются, там
Мгм. Да. Кать, ну вот эти вот эти вопросы тематические, да, финансы, энергия и так далее, это пленарное заседание, но Да, только тематическое, да, верно? да, 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 да. Мгм. И получается, что здесь, в принципе, стороны могут выступать. Абсолютно, То есть здесь небольшие интервенции можно делать от стран абсолютно, в контексте того, что обсуждается, да? абсолютно. Будет ли подготовка по каждому из этих тематических сессий определенного рода документ? Или это будет входить в итоговое решение, протокол? Я не знаю, как конкретно по этим тематическим встречам работа будет организована, потому что все это меняется каждый год. Ну, в принципе, как я уже упомянула, обычно это панельная дискуссия, с выбранными какими-то министрами, которые из стран, которые наиболее активно занимаются, скажем, там по энергетике или по финансам, они там делают короткие выступления, а потом открывается дискуссия, где все страны, в принципе, могут выступать и Ну или вопросы, связанные с партнерством, поднимать, да? да, да, Мгм. абсолютно. Мгм. Хорошо. Спасибо большое. Но с точки зрения партнерства, как раз, если вы помните, там был слайд, где на последнем, где я перечислила все встречи, и там был нетворкинг. Это как раз очень важная возможность, скажем, если ваш министр поедет на конференцию, чтобы вы предварительно организовать так называемые неформальные встречи. Скажем, если вы интересуетесь по JEF там, или по CBIT, там это программа по capacity building, или там с это глобального климатического фонда, это, по моему мнению, самое лучшее организовать, и это вы сами должны это делать, организовать двухсторонние встречи. А вот с кем бы вы порекомендовали нам организовать двусторонние встречи в контексте того, что я понимаю, что вопрос сложный, да, и он связан с Да. интересом, да, и так далее. Но вот в качестве рекомендации можно что-то сказать? Ну, мне кажется, что, я не знаю, вы в какие там партнерства, в какие там эти partnership участвуете. Ам, Ну, там, где для вас самое важное, я даже не знаю, какой профиль вашей страны. Вы интересуетесь энергетикой или лесами, или там адаптацией. Надо все это смотреть и придумать, и отследить. И это как раз самая большая польза КОПа, потому что вы, как люди, которые, так сказать, занимаются климатическими проблемами, можете, так сказать, приобрести очень хорошее впечатление, что где происходит и что важно для вашей страны, и тогда уже, так сказать, организовать ваши усилия. Но, в принципе, есть страны, самые большие, так сказать, страны-доноры. Это, конечно, Европейское сообщество, Норвегия, она маленькая страна, но у них довольно много средств для международного сотрудничества. Япония, если ваш министр поедет, вы можете затребовать встречи там с их министрами и сказать, что вот мы интересуемся вот этими вопросами, это все отражено в нашей эти NDC, и мы бы хотели там с вами установить там какие-то там встречи. Но это было бы хорошо, если все это вы наметите, и даже предварительно через посольство, до того, как ваш министр поедет на КОПу.
А потом, конечно, на копе у вас будут там дополнительные другие идеи, что вам будет интересно и что важно. И тогда после копа вы можете опять по линию посольства организоваться. Но в принципе, вот ту табличку, которую вы мне показали, это в принципе, это как раз это глобальная GCA, Global Climate Agenda, это в принципе работа всяких партнерств, в основном неправительственные, скажем, это бизнесы, гражданское общество и так далее, и так далее. Но есть, конечно, тоже и какие-то партнерства стран, которые тоже могут быть интересны для вас. Спасибо большое, спасибо, Катя, очень интересно. Да. Коллеги, есть ли еще вопросы, может быть, какие-то уточнения? И это как раз одна из самых важных функций КОПа, чтобы, вот, скажем так сказать, все страны получили побольше информации насчет того, что где происходит, чтобы, так сказать, связать ваши интересы вашей страны с конкретными формами сотрудничества, потому что иногда даже если нету там финансовой помощи, если есть только техническое сотрудничество, это тоже очень важно. Скажем, я не знаю, ваша страна, Кыргызстан, участвует в этом, СИБИТ, Capacity Building Initiative, который как-то поддерживает страны по прозрачности. И это очень важная инициатива, и там довольно хорошая программа идет, и довольно большое поддержание с финансовыми средствами тоже. К сожалению, у нас нет этого проекта в стране, но с прошлого года я так понимаю, что были попытки, ну, не подачи самой заявки, а вот изучался этот вопрос о подаче по данному проекту. Там, если я не ошибаюсь, фонд был около 2,5 миллионов. Именно по Да, CBIT инициатив называется, по обеспечению прозрачности, да, capacity building и установления системы МРВИ да. в рамках Парижского соглашения. Это очень-очень важно, потому что это международное законодательство по изменению климата, оно в основном какое-то рамочное законодательство, да, там все это как-то в большой степени добровольно, но то, что является, как по-английски говорят, legally binding, это выполнять обязательства по прозрачности. И поэтому участвовать в себе абсолютно обязательно, по моему мнению. Но если вы интересуетесь, я тоже могу помочь вам связаться, если другая, меньшая инициатива, так сказать, в сравнении с себе, это называется ICAT, которая, ICAT это Initiative on Climate Action Transparency. У них поменьше денег, но у них довольно хорошие методики и так далее. Они могут быть вам очень полезны, если вы интересуетесь этими вопросами. Да, да, мне кажется, что это было бы очень важно и интересно. Ну, вы тогда пришлите мне email и, так сказать, focal point, кто будет этими вопросами, и я могу прямо этому директору ICAT послать email, и тогда вы там будете с ним общаться. Вермет, вы тогда, да, сообщите, как верно, какие контакты, да, должны быть. Ну, конечно, спасибо за информацию. Пожалуйста. Ну, both ICAT и CBIT, они как-то работают совместно, да, они как-то стараются дополнять
друг друга. Ну, конечно, Сибит, она намного больше большая инициатива там. В основном это помощь, финансовая помощь. А ICAT, они как-то более, так сказать, методологическими вопросами занимаются, но довольно хороший у них инструментариум, и можно пользоваться их методиками. Они в основном работают на основе методологии этого World Resource Institute, да, WRI, в которых я тоже участвовала. Ну, если так суммировать, я посмотрю, если есть ограничения делегаций, и еще раз проверю насчет этих встреч, на которых вы мне показали программу. Если вы можете прямо послать мне линк, тогда будет еще лучше. Я до понедельника надеюсь найти правильную информацию и вас проинформировать. Спасибо большое. Катя, а можно вот вашему списку еще добавить, вот мы все понимаем, да, что КОП – это прекрасная площадка для мобилизации ресурсов. Вот вы сейчас подсказали уже 2 инициативы, вы подсказали навигацию, что если мы хотим какие-то как страна, да, двухсторонние переговоры вести, значит, это заблаговременно, до КОПа желательно по DIP-каналам отработать эти встречи. Если же не получается, то можно ли это в рабочем порядке, там на месте вести эти переговоры, вот эти нюансы можно будет тоже раскрыть. И по другим фондам, так сказать, сотрудничеством, ну, я вкратце могу обозначить тему, вот Аня до этого обозначила их, это вот, конечно, у нас страна более уязвимая к последствиям изменения климата, это больше адаптационная часть, здесь действительно у нас не было прям таких хороших исследований по оценке уязвимости, ущерба оценки, как это можно сделать, какие могут быть проекты, может, грантовые, конечно, и если это такие больше трансформационные проекты, почему бы и нет, в области технологий, электромобильности, то есть устойчивый транспорт, вообще принципы механизмов финансирования, сотрудничества, вот, всем, и как можно, допустим, использовать 6-ю статью, как вы об этом говорили. Может, коллеги еще дополнят, какие области вас интересуют. И поскольку мы Катю попросили буквально за 2 дня выступить сегодня, как бы это первая только встреча, да, кик-офф встреча такая, поэтому, пожалуйста, если есть какие-то еще запросы, можно сейчас сформулировать, или если будет удобно, вы можете направить по почте, мы добавим к списку Кати то, что нас интересует. Может быть, только одно предложение в этом моменте по поводу тех вопросов, которые вы упомянули, адаптация, это ущерба и так далее. А мне кажется, что вам будет исключительно полезно, если до того, как вы поедете на КОП, вы как-то обеспечили встречу, я не знаю, там на уровне министра или там каких-то участников делегации с представителями GCF, Green Climate Fund, потому что это, так сказать, основное, это World Bank по климату. И чем больше вы успеете организовать до того, как вы поедете на КОП, тем лучше, потому что во время КОПа это просто какая-то 24 часа, там все идет, и все люди исключительно заняты. И чтобы какую-то встречу организовать, такой, так сказать, на место будет довольно сложно. Не то, что невозможно, но довольно сложно. Так что добавьте к CBIT и ICAT тоже GCF. Если вы можете с ними связаться, и там опять
сказать, вот такие у нас интересы, вот мы послали наш этот NDC, мы интересуемся там встретиться и так далее. Но, в принципе, на этот КОП Да. будет большое внимание уделено адаптации. Так что это как раз в унисон с вашими интересами. Хорошо. По статье 6 там будут идти только переговоры. Я не думаю, что там что-то практическое будет происходить. И переговоры, они довольно такие сложные, технические. Мне кажется, что вам будет исключительно полезно поучаствовать, Четвертое. чтобы, так сказать, понять, что к чему, но на этом этапе какой-то там вклад сделать, мне кажется, довольно будет сложно. Но будет важно поучаствовать, потому что когда все это договорено, на бумаге выглядит одним способом, а когда вы участвовали в переговорах, вы уже, так сказать, у вас есть более хорошее представление, что стоит за этими словечками, которые там в решениях или в разных документах. Но это опять это будут переговорные встречи, они будут, Какие документы? большинство из них будут, этом заключено. надеюсь, будут для всех государств, делегаты всех государств могут участвовать. Было бы хорошо, если у вас был один член делегации, который только эти вопросы бы отслеживал, потому что это довольно многие встречи будут происходить по этим вопросам. То есть вот есть смысл, да, насколько я поняла, организационно продумать роли, да, для Абсолютно. которая поедет, и какие-то специфические вопросы, да, те или иные люди Нет, должны ничего нет. отслеживать. То есть, скорее всего, вот это должно быть определено до поездки, да? Абсолютно, Ну, абсолютно. слушай, я на Вы самом должны деле... организоваться, как-то вот. имея в виду, какие Мы у вас говорили, интересы отклонился, и сколько человек сможет поехать. Ну да. Мгм. Да, это, мне кажется, это важный комментарий тоже. Но Мгм. мне она не попалась на глаза. А вот, Катя, скажите, пожалуйста, по поводу САПСТа, да, я понимаю, конечно, что САПСТа будет, ну, то есть мы сейчас не о САПСТа говорим, да, о КОПах, но тем не менее, вот как, на ваш взгляд, насколько важно стране участвовать вот в разного рода вспомогательных механизмах, да, и встречах в рамках конвенции? В принципе, КОП — это, так сказать, орган принятия решений. Но все дискуссии, все переговоры и подготовка проектов решений, они идут в вспомогательных органах. КОП этим не занимается. КОП — это будет встреча открытия пленарная, там будет потом где-то в середине еще одна пленарная встреча, там, чтобы докладывать, насколько там все продвинулось, какой прогресс, и потом будет окончательная встреча принятия решений. А вся работа по переговорам будет идти в вспомогательных органах, в САПСТе и в SBI. Под КОПом будут вестись переговоры только по финансам. Обычно вопросы финансов, они не передаются вспомогательным органам, а они идут на уровне контактных групп во время КОПа. Так что, скажем, если кто-то от вас будет отслеживать, скажем, адаптацию, то он должен отслеживать эти вопросы и в КОПе, конечно, ну и в SBI. Кто будет отслеживать статья 6, шестая статья, он должен будет это делать в САПСТа. Эти органы, они взаимосвязаны, да?
Да. Обычно, когда КОП открывается, да, там принимается повестка дня, и тогда председатель говорит: по этому вопросу я требую, чтобы СОБСТА или SBI там обсудил и подготовил проект решения. И все это идет на вспомогательных органов. А потом идет обратно, со вспомогательных органов идет на КОПа. Так что это все связано. Да, спасибо большое. И вот еще такой вопрос, что, как мы говорили, что есть ряд программ, да, в рамках конвенции, и, ну, то есть, с одной стороны, есть по повышению потенциала прозрачности, с другой стороны, вот мы видели, что есть программа по управлению азотом, да. Каким образом стране присоединяться к этим программам, и как это должно быть проделано? Но переговоры, они только относятся к тому, что страны должны делать, что там всякие органы должны, какие деятельности они должны предпринимать. А все эти программы, которые вы упомянули, скажем, СИБИТ, он будет обсуждаться в SBI. По повестке дня это 3-4, как это по-русски? Сессия. Нет. Повестка дня, она состоится из элементов, да? Как это? Points. Пункты. Да. По точкам повестки дня эти вопросы будут обсуждаться. Но чтобы на практическом, это будет на очень таком высоком уровне дискуссии. А чтобы с практической точки зрения вы там, скажем, подсоединились к СИБИТ или там GCF, это должны быть, так сказать, встречи, двусторонние встречи с представителями этих органов и организаций. Это не часть переговорного процесса, это совершенно как-то... Они связаны, но там какие-то такие практических результатов ожидать для отдельных стран, это не та цель, которая ставится во время переговоров. Да, спасибо. Пожалуйста. Есть еще какие-то вопросы? Коллеги, может быть, у Дастана Болотовича, у Центра климатического финансирования есть вопросы, либо у нашего МИДа, может быть, есть вопросы. Но в любом случае уже есть картина, как это могло бы выглядеть, значит, с какими финансовыми институтами и подгруппами, либо инициативами нам следовало бы, по крайней мере, найти переговоры. Вот. И заранее все, что это нужно проделать через внешнеполитические ведомства, через наше полпредство. Благодарю, что вы нам разъяснили. Мы теперь видим картину, как практически здесь у себя на национальном уровне проработать все возможные двусторонние, возможно, многосторонние встречи и заявиться о том, в какие инициативы региональные или глобальные мы хотели бы встроиться. Это мы будем прорабатывать, и перечень вопросов, о которых вы говорили в самом начале, мы в любом случае вам отправим для того, чтобы более точный ответ найти. Хорошо, я буду очень рада вам помочь по этим вопросам. Спасибо еще раз большое, Катя. Очень действительно ресурсно и интересно. Спасибо вам. Я понимаю, что это очень сложно, так сказать, на ходу ознакомиться с таким исключительно сложным процессом, но
И поэтому действительно должна быть какая-то преемственность, в смысле, чтобы люди там поучаствовали в несколько сессий, чтобы приобрести очень хорошее понимание, что можно и что нельзя, и что возможно во время КОПа, и действительно извлечь самую большую пользу для вашей страны, потому что мне кажется, что самое главное — это иметь очень хорошее представление о том, какие возможности этого международного процесса по изменению климата и как позиционировать вашу страну в этом процессе, чтобы, так сказать, с одной стороны, сделать свой вклад, а с другой стороны, получить это, воспользоваться формами сотрудничества, которые бы вам позволили это стимулировать экономическое, социальное развитие страны, чтобы, так сказать, двигаться вперед и в то же самое время быть участником в этом исключительно важном процессе нашего времени. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Можно, да, мне добавить кое-что? Меня зовут Марат, я с ПРООН. Катя, мне кажется, будет нашим коллегам с Госкомитета будет интересно узнать вот относительно доступа на самом КОП. Вот насколько мне известно, есть 3 вида доступа. Да? Вот когда регистрируешься, тебе выдают красный, зеленый и, если я не ошибаюсь, голубого цвета. Вот то, что вы на шее вот вешаете. И там есть, на самом КОП есть зоны, куда ты можешь попасть с определенным цветом бейджика. Вот, мне кажется, коллегам будет интересно узнать о доступности, да? Как получить определенный цвет. По-моему, если я не ошибаюсь, красный цвет дает доступ ко всем помещениям, да? А зеленый, по-моему, он дает только на какую-то часть. Это абсолютно точно, что синий цвет — это цвет, на котором регистрируются все участники делегаций сторон. Зеленый цвет — это я даже не помню, это зеленый или какой-то другой цвет, который дает, и когда у делегата синий цвет, то он имеет доступ ко всем зонам. А когда не синий цвет, тогда он имеет, эти участники, это обычно неправительственные организации и так далее, они имеют доступ к зеленой зоне. А есть еще желтый цвет, это для журналистов. Они обычно не имеют доступ к этим официальным встречам, по исключению они имеют. А красный цвет обычно это отдельный он не час регистрации, они отдельно даются. По-моему, это только когда это встреча на высоком уровне и так далее. Тогда делегаты приобретают этот цвет. Но так как вы идете как делегация, есть разные, так сказать, подходы. Скажем, Бразилия, она обычно регистрирует всех. И представители государства, и представители неправительственных организаций как часть делегации. Тогда все они получают этот синий этот доступ. А обычно большинство делегаций, они делают разные регистрации. Да? Для делегаций это одни, а для неправительственных организаций это другое. Это другие допуски. Но неправительственные
организаций, они должны быть регистрированы в принципе как участники в UNFCCC в процессе. Мгм. Тишина. Ну, да, Добрый день. Извините, это Бакыт Асамгул, Министерство иностранных дел. Спасибо большое за ценную информацию. Это для нас очень важно. Мы, как Министерство иностранных дел, тоже подключены к процессу. И больше всего мы будем взаимодействовать и работать, и помогать, и, значит, в сегменте высокого уровня, где будет принимать участие наш президент. Вот, и официальная делегация. У меня два вопроса. Первый вопрос. Если у нас будет продолжен еще серия вот этих тренингов, то на следующий раз мы, в принципе, могли бы подготовить постановочные вопросы, может быть, даже вам как-то заранее отправить, организационно-протокольного характера. Вот. Почему? Потому что по имеющейся информации британская сторона пока не готова, в силу известных причин, принимать передовые группы. Вот. Мы в своей работе практикуем такое, когда бывают визиты двусторонние, многосторонние, вот в ООНе. Обычно выезжает передовая группа, и вот организационно-протокольные вопросы решают на месте. Сейчас до меня коллега Марат задал правильный вопрос вот по бейджам. Да, это тоже нам важно знать заранее, с учетом того, что передовые группы не будут принимать британская сторона вот в рамках проведения КОПа, да, и чтобы там не было таких моментов, каких-то конфузов и прочее, нам, конечно, в этом плане было бы тоже хорошо знать все нюансы. Я понимаю, есть жесткий британский протокол, есть устоявшиеся рамки красной линии, которые стандартно существуют в рамках всех мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Вот. Это вот первый вопрос предложения, чтобы сейчас много времени не отнимать, мы постановочные вопросы, может быть, подготовим, и вам, может быть, будет легче ответить в следующий раз. Второй мой вопрос заключается тоже в пояснении с вашей стороны. Это связано с предвыборными такими кампаниями. Например, к нам официально обратились Арабские Эмираты и Корея, Республика Корея, о проведении КОПа-28 в 2023 году. Вот, я просто хотел уточнить, я еще глубоко не изучал этот вопрос, есть ли какой-то регламент, да, в рамках АРКИК ООН то есть это понятно, что право суверенного государства поддержать либо страну, которая выдвигается, соответственно, группы, да, в данном случае азиатско-тихоокеанской группы. Вот, это как бы решается на двусторонней основе, но у меня вопрос, есть ли какой-то регламент, на что можно опираться по данному вопросу? И вот здесь поясните, пожалуйста, решение окончательное о проведении следующего КОПа, в данном случае 28-го, оно будет приниматься на следующем КОПе, на 27-м, или же все-таки в Глазго? Потому что у меня разнится информация. Арабы говорят, что в этом году они там готовы какую-то пиар-компанию провести. Где-то я закрепил, зафиксировал, что это строго по какому-то регламенту, что то есть за год до начала. Вот вы по этим вопросам вы пока можете прояснить? Спасибо. Пожалуйста. Значит, я поняла, что у вас есть две группы вопросов. Первое, что вы хотите, чтобы
на наших следующих встреч. Вы предварительно послали мне какие-то вопросы, чтобы я посмотрела на них и ответила во время презентации. Я буду очень рада это делать. Но это, конечно, потребует какое-то время, чтобы это все посмотреть, потому что, как я вам уже сказала, я 23 года поработала в ООН, но я не занималась, так сказать, регистрацией участников и так далее. Я занимаюсь существенными вопросами, но я буду очень рада, мне несложно найти информацию, и у меня есть и контакты, ответить на эти вопросы, но просто надо все это подготовить, чтобы, так сказать, более эффективно использовать и ваше время, и мое время. А насчет следующего КОПа, там нету жестких правил, но когда должна утвердиться страна, которая будет принимать следующий КОП. Ну, в соответствии, есть одно жесткое, это тоже не жесткое правило, но есть, во-первых, принцип ротации, что каждый из мировых регионов по очереди принимает КОП. Если там нет желающих принимать КОПа, тогда КОП происходит в Бонне, где находится секретариат. То, что будет обсуждаться на этом КОПе, КОП-26, и будет по всякой вероятности решение, это по поводу, где и когда уже утверждено, хотя время может немножко поменяться, но где провести КОП-27. И по моей информации, во-первых, это очередь Африки, и, по-моему, и там были уже выступления министров Египта, что по всякой вероятности это будет в Египте. Но это, так сказать, вопрос региональной группы африканских стран, согласовать между ними, какая согласится, да, если есть страна, которая, если одна страна, тогда очень легко согласиться, а если две страны, тогда должны быть переговоры в рамках региональной группы, все страны. Пока еще я не слышала насчет переговоров насчет КОП-28. Это будет немножко необычно, если еще на этом КОПе 26 будет решение по поводу места проведения КОП-28. Но это не исключено. Значит, может произойти, а может и не произойти. И это все вопрос группы стран Азии. Договориться между собой, если есть одно предложение, скажем, Южная Корея, тогда будет довольно легко найти, так сказать, консенсус. Но если есть тоже предложение со стороны арабских групп, тогда, наверное, и арабская группа арабских стран, и Корея будут, так сказать, и организовать двусторонние, многосторонние встречи в рамках стран Азии, чтобы достичь консенсуса, какая страна будет принимать КОП-28. И так как у нас уже был КОП в Катаре, мне кажется, что более, так сказать, политически обоснованно будет иметь это, чтобы Корея организовала. Но все это дело тонкой политики и вопросы опять двухсторонних, многосторонних встреч. Я надеюсь, это помогло чуть-чуть. Спасибо большое, Катя, за информацию. Да, я удовлетворен вашим ответом. В принципе, мы это будем иметь в виду. Мы имели в виду познать процедурно, чтобы вот когда, например, правильно информировать и правильно принять решение, и на будущее знать, что когда мы будем сталкиваться с таким вопросом,
я уже для себя усвоил, что это в азиатской группе надо будет переговаривать. Вот. Просто здесь я у вас спросил, чтобы убедиться, может быть, это Арабские Эмираты форсируют и хотят заранее заручиться поддержкой, да? И ну, по моим данным, это все определяется, как и на других саммитах, многосторонних мероприятиях, за год, и вот как так. Поэтому мы здесь прорабатывали этот вопрос с тем, чтобы быть готовым, чтобы не было конфузов. В случае, если подтвердится, что будет, как вы сказали, необычное там решение или экстра что-то, какое-то решение будет приниматься вперед за 2 года, чтобы мы могли главу государства правильно ориентировать и ну, как бы сделать свое решение и, может быть, на полях до оглашения уже как-то выразить поддержку той или иной стране. Вот. А в отношении того первого вопроса вам большое спасибо. Конечно, мы вас сильно не будем томить. Это больше всего, наверное, нам стоит обратиться непосредственно к британцам, но я вам задавал этот вопрос, исходя из того, что на надежде, что это, может быть, есть какие-то золотые правила, устоявшиеся, неизменные, да, вот в КОПах по вопросам организационно-протокольного, это задавалось вам целью на память, да, но если у вас будут возможности через какие-то другие контакты, это все, ну, заранее постановочные вопросы, мы бы, конечно, были бы благодарны. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, добрый вечер. Если можно, быстро. Я Дастан Абдулдаев, директор ЦКФ. Относительно регистрации хотел немножко рассказать, что, насколько мне известно, в самой системе есть, вот недавно, по-моему, представитель ПРООН говорил относительно красных, да, голубых бейджиков и зеленых других. Судя по тому, то, что я имею доступ к системе регистрации, там члены делегации распределяются по нескольким категориям. И, видимо, исходя из этих категорий, они будут получать соответствующие бейджики. То есть глава делегации отдельно, правительственная делегация отдельно, потом есть еще категория, если не ошибаюсь, или общественной организации, или гражданского общества, и представители ЦМИ. И судя по тому, как они будут зарегистрированы в самой системе, точно так же по этой градации и разные цвета, так и они будут получать. И эти бейджики, эти цвета им предоставят возможность доступа к разным зонам. Спасибо за внимание. Пожалуйста, это действительно так. И что в процессе регистрации это тот focal point, который у вас есть и который имеет доступ к системе, фактически он определяет уровень и статус каждого члена вашей делегации, и в зависимости от этого тогда получат все эти бэджи, которые дают там разные степени доступа к разным зонам. Так что это в ваших руках. Но если нет больше вопросов, тогда мы можем так договориться, что когда в следующий раз эта встреча назначится, хотя бы 2 дня до этого вы мне пришлете ваши вопросы, чтобы я могла их, так сказать, подготовить. Я тоже отметила вопросы, которые я уже перечислила, на которых я сделаю немножко, так сказать, поиски, может быть, что-то поменялось, ограничение делегаций, как регистрироваться за этими встречами. И тогда мы можем, так сказать, продолжить наше сотрудничество с вами. Хорошо. Ну, еще раз спасибо большое, Катя, за открытие вот этих серий учебных встреч, технических встреч.
Ну, тогда, наверное, мы будем ждать от коллег вопросы и перенаправим, и более будем интенсивно работать, обмениваться информацией. Если при запросе необходимость еще раз вот так встретиться, уже поговорить и ответить на все вопросы, сообщим, наверное, дополнительно. Может быть, еще один момент, который мне кажется довольно важным. Имеет смысл, по моему мнению, чтобы я вас немножко познакомила, в принципе, с повестками дня КОП, вспомогательных органов, что можно ожидать, и чтобы вы мне тоже прислали, там, какие там у вас приоритеты, и чтобы мы организовали одна из сессий, которая будет направлена на подготовку стратегии и ожидания для вашей делегации. И чтобы, так сказать, не ожидать слишком мало, слишком много, и уже по этой стратегии имеет смысл тогда сделать, так сказать, внутреннюю организацию делегации, кто там будет отслеживать 6-ю статью и так далее, и так далее. И потом по этой стратегии вы можете после КОПа тоже сделать отчет, чего вы достигли, чего там было очень сложно, а где там можно было сделать чуть-чуть по-другому и так далее, и так далее. Я в секретариате я всегда занималась такими, так сказать, стратегиями, вопросами. И я знаю, что страны тоже, делегации всегда готовят их стратегии по поводу и переговорных вопросов, и по поводу какие встречи там, чтобы там всякие партнерства поучаствовать и так далее. И поэтому там на месте, конечно, можно все это перенастроить, но все-таки какая-то главная общие черты стратегии вашего участия, по-моему, это действительно очень важно. Да. Тогда коллеги из Госкомитета, закройте встречу. Какие у нас дальнейшие шаги? Пермет. Голь, спасибо большое. Я слышу, как раз хотела бы резюмировать. Благодарю наших партнеров и, в частности, Катю за то, что вы уделили нам свое время и поделились своим опытом и знанием, а также готовы в дальнейшем еще поддерживать с нами коммуникацию, ответить на острые актуальные вопросы, которые мы, скорее всего, резюмируем и суммируем и направим вам на почту. Конечно, извиняемся за то, что у нас больше практического характера вопросы, но сегодняшняя возможность — это как раз та возможность для того, чтобы более чисто и гладко понять, что же есть КОП с точки зрения процедур. Содержательную часть, естественно, как вы уже успели заметить, мы ее отработаем, в том числе и участие в панельных сессиях, и у нас отдельный павильон предполагается. И, коллеги, всех благодарю за то, что у нас сейчас вечер в Кыргызстане, рабочий день закончился. Всех благодарю за то, что в конце рабочей недели вы все-таки подключились и приняли активное участие, задали все острые вопросы. Бактыгуль, Анна, Марат, Катя, всех еще раз благодарю и надеюсь, что мы еще не раз встретимся в формате онлайн, спишемся. Спасибо большое. Спасибо. И Спасибо до следующих большое. встреч. До свидания. До свидания. До свидания.